Другой президентский указ стал поводом для праздника в Ржеве, Ельце, Ельне, Владикавказе и Малгобеке. Накануне им были присвоены звания городов воинской славы, признание подвига их защитников в годы Великой Отечественной войны. Тему продолжит наш обозреватель Евгений Рожков. Его называли ключом к Москве, но он стал ключом к Берлину. Ржев фашисты взяли еще во время своего главного наступления и удерживали целых 1,5 года. Гитлер планировал отсюда все-таки добраться до Москвы, бросал элитные подразделения вермахта. Советским войскам оставалось лишь одно – стоять любой ценой. Военный фельдшер один поднял голову, посмотри, где там немцы шевелятся в окопах. Сразу мимо прилетело вот сюда. За 17 месяцев под Ржевом погибли 1 300 000 наших солдат. Из 50 тысяч местных жителей уцелело всего человек 300. Вот только знали об этом в основном историки. Городом воинской славы Ржев стал только сейчас. Если бы сегодня не дали бы звание нашему городу Ржеву, я бы пешком пришла бы с Ржева к Путину ходоком. И здесь, наверное, я свою жизнь закончила бы. А теперь я свою жизнь продлю. Владимир Путин своим указом присвоил звание городов воинской славы 5 городам, кроме Ржева, еще Владикавказу, Ельне, Ельцу и Малгобеку. За мужество, стойкость и массовый героизм в борьбе за свободу и независимость Отечества. Ельню, что под Смоленском, фашисты смогли удержать всего 5 дней, больше им не дали. Именно здесь советская армия впервые показала, что может не только обороняться, но и наступать. И это уже в сентябре 41-го. Резервный фронт, которым командовал Жуков, разбил, казалось, неприступный плацдарм, за что 4 дивизии впервые были названы гвардейскими. Гитлер после этого контрудара разжал многих генералов, понизил должности. Это действительно для него был контрудар. А после следующей большой победы в маленьком липецком городке Елец, вспоминает тогда зенитчик Михаил Скрипкин, немецкие пленные по-русски заговорили «Гитлер капут». И 9 числа утром рано, как пошли наши войска, как начали громить, от станции железнодорожной, когда-то гнали из города, а станция дорожной «Катюша», как грохнула. Теперь об этом будут напоминать не только мемориальные таблички на стенах, изрешеченных пулями и снарядами. И в Ельце, и в Ельне появятся стеллы в честь годовщины освобождения города и всей страны. А вот на Кавказе таких городов воинской славы будет сразу 2. Здесь в 42-м атаки гитлеровцев окончательно захлебнулись. Во Владикавказе перекрыли фашистам дорогу на восток, в Малгобеке доступ к кавказской нефти. Гитлер имел на нее большие планы, поэтому так рвался за Терский хребет. Вот на этом Терском хребте немец и сломал свой хребет. И потом уже 3 января пошел. Бежал, короче говоря. И присвоение ингушскому городу такого звания, уверен президент республики, сегодня важно как никогда. Память – это самое всесильное, что есть у человека. И это было испытание не просто там общественного, государственного строя нашей страны, а испытание действительно нашего народа. А победили мы, потому что наши предки, наши деды, они были вместе. Само звание «Город воинской славы» формально никаких привилегий не дает, но оно напоминает всем, в том числе и руководству регионов, да и федерального правительства, что там живут люди, без которых не было бы той самой победы в Великой Отечественной. Евгений Рожков, Александр Ревунов и Кирилл Амаев. Вести.